Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Обреченные покинуть родину. В Сухуми почтили память жертв Кавказской войны. Худшие явления 20 века. Как защититься и своевременно диагностировать СПИД. Чтобы, как в поговорке, встречают по одежке, в новом районе столицы ведутся благоустройство парков и ремонт подвалов. В Сухуми почтили память жертв Кавказской войны. В 19 веке тысячи абхазов покинули свою родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. Перед началом церемонии возложения цветов к памятнику все пришедшие почтили минутой молчания память жертв трагических событий. В церемонии приняли участие президент Аслан Бжаня, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, депутаты парламента, потомки махаджиров, вернувшиеся на историческую родину. Памятные мероприятия начались с конного шествия. Конники во главе с факелоносцами в национальных одеждах направились от площади имени Сергея Багапш к памятнику махаджирам. Представители общественности, студенты и школьники возложили цветы к памятнику махаджирам на набережной Махаджиров. В память о жертвах Кавказской войны была зажжена традиционная поминальная свеча Ащамаха, разожжен нардский костер. Памятная церемония завершилась спусканием на море венков. تورختم شوب إخا أمشنا يبقى نخوض بس هاش تخقلوب إرقال در شد تورخلا يحزان نجزري أختص خمبدا هرحقان خلا يوبش مهند كارد программа كومي بسود. 21 мая, в день памяти жертв Кавказской войны, в Турции состоялась торжественная церемония открытия памятника Элиф Кецба. 10-метровый памятник установлен на побережье турецкого острова Кефкен. Высота статуи 8 метров, пьедестала 2 метра. Автор памятника – скульптор Джейхун Кунак. Приблизительно в том месте, где сейчас открыли памятник, корабль потерпел крушение. Погибло много людей. Кефкен – это берег, у которого высаживали филюги с горцами, в числе которых в основном были абхазы. Прибрежные пещеры стали первым пристанищем махаджиров на чужбине. На этом месте еще сохранились надписи людей, датированные 1860 годом. Ежегодно 21 мая представители абхазской диаспоры Турции собираются в Кефкене, опускают в море венки, проводят театрализованные представления, устраивают встречи, чтобы молодые знали историю своих предков. По приглашению руководства Федерации абхазских культурных центров Турции в церемонии открытия памятника приняла участие делегация из Абхазии под руководством председателя Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия. Ежегодно в мае весь мир отмечает Всемирный день памяти жертв СПИДа. Главная цель акции состоит не только в том, чтобы почтить память жертв, но и еще раз напомнить людям о серьезности болезни и рассказать как можно больше о том, как защититься, о своевременной диагностике и эффективных мерах профилактики. В Сухуми прошла и однодневная акция по бесплатной экспресс-диагностике на гепатит и ВИЧ-инфекции. Организаторы акции – это Министерство здравоохранения совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и центром СПИД. Репортаж Алики Трапш. Бесплатную экспресс-диагностику на выявление гепатитов Б, С, ВИЧ-инфекцию и сифилис в Абхазии проводят с 2012 года. С 10 утра до 2 часов дня все желающие могли пройти обследование на базе мобильной лаборатории во дворе республиканской больницы. В момент наших съемок людей, желающих сдать анализы, было немного. В основном их сдавали медработники. Они отмечали, что по долгу службы часто контактируют с инфицированными людьми, поэтому им в первую очередь необходимо пройти экспресс-диагностику. В нашей работе необходимо, конечно, надо всегда каждый год проверяться, потому что мы в медучреждении работаем и не знаем,
кто приходит, что с чем. Вы ежегодно сдаете, да? Да, конечно. Прежде чем начать обследование, медики информируют людей об инфекционных заболеваниях. В случае обнаружения болезни человеку рекомендуют пройти до обследования в республиканском кожвендиспансере. В мобильной лаборатории сдать экспресс-тест могут все желающие. Абсолютно бесплатно и анонимно. Результаты будут готовы в течение 15-20 минут. Вирус иммунодефицита человека атакует клетки, которые отвечают за борьбу с вирусами. В результате прогрессирования болезни организм человека оказывается неспособным сопротивляться серьезным заболеваниям. СПИД возникает вследствие длительного течения ВИЧ-инфекции, если пациент вовремя не начал лечение. Вот почему специалисты призывают население не бояться, не стесняться и вовремя пройти обследование. У нас в Абхазии немножко неудобно быть пациентом ВИЧ-инфицированным. Если раньше чаще всего таким заболеванием болели немножко асоциальные люди, там, те, кто употребляют инъекционные наркотики. К сожалению, сейчас уже почти, наверное, сравнялась путь передачи половой. Вот поэтому это и страшно. То есть никто не застрахован от этого. Сейчас у нас летний сезон, и очень часто ко мне обращаются люди, кто-то укололся на берегу, там кто-то убирал, укололся иголкой. Хочу, чтобы люди знали, что через иглу можно заразиться такими инфекциями, как ВИЧ, гепатит Б и гепатит С. От ВИЧ-инфекции есть профилактика. В течение месяца человек пьет препараты профилактические, и при этом 100% незаражаемость. По поводу гепатита С, к сожалению, профилактики нет, а по поводу гепатита Б есть вакцинация. Вот призываю всех, кстати, вакцинироваться от гепатита Б в течение 7 лет, стойкий иммунитет. К сожалению, в нашем обществе зачастую люди стыдятся сдать анализы на СПИД и ВИЧ-инфекции. Этому подтверждение слабая явка людей для сдачи анализов. В течение 2 часов экспресс-диагностику прошли только 16 человек. Это тоже показатель того, что мы немножко, как сказать, расслабились. При ковиде, конечно, не расслабится ни один врач, но имеется в виду, что касается ВИЧ-инфекции, гепатитов в том числе. То есть теперь мы должны информировать больше, объяснять людям, что есть такая инфекция. К сожалению, посмотрим к концу года, будет у нас рост или нет. Пока вот за неделю, в течение недели у нас 4 положительных было пациента, и не только мужчины, но и женщины, и беременные есть. По статистике кожвендиспансера и СПИД-центра в Абхазии в течение 3 лет не больше 70 человек впервые выявленных ВИЧ-инфицированных. За прошлый год количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных – 57 человек. Так как у нас в течение 3 лет не выше 70, в 2022 году даже меньше, но я так думаю, прогнозирую так как очень много к нам в Абхазию сюда заезжают представители не абхазской национальности, скажем так. Я думаю, что в этом году будет рост ВИЧ-инфицированных, к сожалению. В рамках акции по бесплатной экспресс-диагностике на гепатит и ВИЧ-инфекции обследование прошли 18 человек. Заболевания ВИЧ выявлено не было, но у 2 обнаружен гепатит Б и еще у 2 людей гепатит С. Все они пройдут до обследования в республиканском кожвендиспансере. Алька Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Москве состоялось совместное заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства 2 стран, сообщается на сайте Минэкономразвития России. Сопредседателями рабочей группы являются заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Озган. В целом, профильные ведомства наших стран ведут скоординированную работу по реализации программы. Значительная часть мероприятий уже реализована, остальные проходят завершающую стадию разработки и согласования, отметил Дмитрий Вольвач. В ходе заседания обсудили вопросы двойного налогообложения, таможенного регулирования, банковской и социальной сфер.
В посольстве Абхазии в России состоялась встреча посла Алхаса Квициня с представителями армянской общественности России, сообщили Абснепресс в пресс-службе посольства. Алхас Квициня, приветствуя гостей, отметил многовековые исторические связи между армянским и абхазским народами. Посол подчеркнул, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора, которая интегрирована в социально-экономическую и общественную жизнь страны. Агаси Арабян поблагодарил Алхаса Квициня за теплый прием и отметил, что армяне, проживающие в России, с большим вниманием наблюдают за процессами, происходящими в абхазском обществе. Благоустройство парка и ремонт подвалов. О планах работ в новом районе нашей съемочной группе рассказал депутат Астамур Гирхеля. Подробности в репортаже Гугулцы Вардания. Депутат Народного собрания Астамур Гирхеля и начальник управы номер 5 Эдуард Хашба обсуждают благоустройство Центрального парка в новом районе. В 2023 году при формировании бюджета парламент заложил на эти цели 3 миллиона рублей. В планах завершить все работы к 30 сентября. Что касается парковой зоны, на которую обратил внимание Астамур Баталович, парк, он, по сути, является единственным местом отдыха жителей нового района. И, я думаю, вполне правильное, заслуженное, взвешенное решение, чтобы эти средства были направлены на благоустройство парка. Хед Клана, начальник управы Анса Ан Эдуард Зурабович Хашба, Ара Хаблачиса Аникун Хосразайт, Срыцалит, Ябах Гариха, Ябах Ябахар Хоре, Бриха Калакян Хаблачиса. Я хазубру, бир хазубру, зиги Хед Клана, Брия парка, Ан, парковая зона. В парке планируется озеленение, укладка тротуарной плитки, освещение и многое другое. Также при поддержке правительства в новом районе пройдут работы по ремонту подвалов многоэтажных домов. Сейчас специалисты занимаются составлением проектно-сметной документации. Тарахлым захлаёб, убриги хмелён кханы щет, убриги табу бидут знахаяс хастахоп, яра коллега табу бидут знахарас хастахоп, обяс адглараха арцаз. Ремонтные работы в подвалах многоэтажных домов начнутся после составления специалистами проектно-сметной документации. Гугуца Вардания, Адица Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Ужесточены меры наказания за нарушение ПДД, напоминает пресс-служба МВД. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения штраф 30 тысяч рублей. Также лишение водительского удостоверения на срок 6 месяцев. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения в течение года применяется административный арест на 15 суток. А лишение водительского удостоверения продлевается на срок до 1 года. Если водитель лишен прав, но управляет транспортом, он подлежит административному аресту сроком на 5 суток. А лишение права управления транспортными средствами продлевается на 1 год. Сотрудники ГАИ выполняют свои профессиональные обязанности в соответствии с новыми изменениями в законе. Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не подвергать риску свою жизнь и жизни других участников дорожного движения. Рассмотрение дела об убийстве в здании МВД Анзора Тарба продолжается в Сухумском городском суде. На прошедшем заседании были заслушаны показания 2 свидетелей обвинения. Подробности у Рады Чачава. Судебное заседание по делу об убийстве Анзора Тарба в здании МВД в 2019 году началось с допроса свидетеля обвинения, который ходатайствовал о зачтении его показаний из материалов дела. Уже ночью, то есть 11 июля 2019 года, примерно в 0 часов 00 минут, точно время я не помню, я вместе с Чулари вернулись в МВД Республики Абхазия. К моменту нашего прибытия мы заметили во дворе автомашину скорой помощи и большое количество сотрудников из разных подразделений. Но кто именно по именам, уже не помню. Наших сотрудников УКОН там не было. Поинтересовавшись у кого-то из сотрудников милиции, нам сообщили, что в здании МВД Республики Абхазия скончался какой-то задержанный гражданин по фамилии Тарба.
который мне неизвестен. Как я понял, врачи скорой помощи уже находились в здании МВД Республики Абхазия. Из показаний свидетеля, данных ранее, следует, что ему не было известно достоверно о происходящем в здании МВД. Однако из материалов дела известно, что с телефона свидетеля совершался звонок на стационарный номер Бюро судебно-медицинской экспертизы, а также в дежурную часть УВД и МВД. Сторона обвинения задала свидетелю уточняющие вопросы об упомянутых материалах. Когда вы приехали в здание Министерства внутренних дел, непосредственно руководство министра и замминистра, они были во дворе здания? Во дворе я их не видел. Скажите, пожалуйста, а вот в тот день, когда вы стояли во дворе, кто-либо вас просил о какой-либо помощи, например, поехать за судмедэкспертом, или позвонить, вызвать скорую помощь, позвонить в дежурную часть? Не помню, честно говоря. Вот согласно той же распечатке, которая приобщена к материалам уголовного дела, в указанный период времени с вашего телефона был произведен звонок в дежурную часть. Вы помните, вы звонили в дежурную часть? Ну, я руководитель, я в дежурную часть могу звонить по тем или иным вопросам, за что угодно. Также из материалов дела следует, что свидетель приезжал в район местоположения здания судмедэкспертизы. Свидетель заявил, что конкретно в морге в ту ночь не был. Скажите, пожалуйста, вот в этот вечер вы выезжали в район Универсама, непосредственно в тот район, где находится морг, здание Бюро судмедэкспертизы? Не, в морге точно не был. Вы не были, да? Но опять-таки, согласно распечатке ваших телефонных звонков, вы позиционировали в 4 часа утра примерно вот в этом районе, где расположено. Не, ну сейчас базировались, а там же вам базовая станция морг же не показывает. Я могу там рядом находиться. Полгорода может охватывать это. Сторона защиты также акцентировала внимание на упомянутых ранее материалах дела. Однако свидетель, ссылаясь на забывчивость, не ответил на ряд вопросов. Второй допрошенный свидетель – один из сотрудников, этапировавших Анзора Тарба из Глурыбского ОВД в здании МВД. Из его ранних показаний следует, что свидетель получил приказ об этапировании Тарба, и на момент перевозки состояние Анзора Тарба было стабильным. В пути следования арестованный Тарба вел себя спокойно, ни с кем из присутствующих в машине не разговаривал. Примерно в 20:30 мы доставили Анзора Тарба в МВД Республики Абхазия, поднявшись с последним на 3-й этаж. Через центральный вход завели его в служебный кабинет Чейдиамоки. Последний, увидев арестованного Анзора Тарба, сказал нам, что мы можем его оставить в его кабинете и идти. Стороны также задали свидетелю ряд уточняющих вопросов. Рада Чачава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В Абхазию с визитом прибыла делегация Республики Башкортостан во главе с министром торговли и услуг Алексеем Гусевым. В Министерстве экономики Республики Абхазия состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с министром торговли и услуг Республики Башкортостан. Обсудили вопросы реализации транзитного потенциала и увеличения товарооборота, возможности организации торгового коридора и поставки виноводочной продукции, цитрусов и ореха, произведенных в Абхазии в Республике Башкортостан, министры выделили как предмет первостепенного взаимодействия. Вместе с министром торговли и услуг из Башкортостана в Абхазию приехали руководители крупных промышленных объектов, которые заинтересованы в установлении прямых торговых отношений с предпринимателями и представителями бизнес-сообщества Абхазии. Меморандум о взаимопонимании подписан между Торгово-промышленной палатой Абхазии и Республикой Башкортостан. Документ содействует развитию сотрудничества между компаниями и торговыми предприятиями республик. Об этом репортаже Смыгуланзе. Сотрудничество между республиками Абхазия и Башкортостан продолжается не первый год. Мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой, объединило представителей бизнес-сообществ двух республик. Главная задача – содействовать развитию и укреплению сотрудничества, отметила президент ТПП Тамила Мерсхулава. Мы очень рады тому, что наше сотрудничество продолжается. Уверена, что вы, как и мы, заинтересованы в сохранении и приумножении нашей совместной деятельности. Мы высоко ценим ваши усилия, направленные на развитие деловых контактов. И мы будем делать все возможное для того, чтобы сотрудничество наше развивалось. И хочу отметить сотрудничество с нашими коллегами башкирскими, с которыми
Мы уже сотрудничаем много лет. Башкирскую делегацию возглавил министр торговли и услуг Алексей Гусев. Он отметил важность подобных встреч для укрепления социально-экономических и торговых взаимоотношений между республиками. Действительно, не первый наш визит, и мы очень любим принимать наших дорогих гостей с Абхазии у нас на территории Республики Башкортостан, потому что именно подобного рода мероприятия, они как раз влияют на развитие наших взаимных торговых оборотов. У нас как раз сегодня присутствует в нашей бизнес-миссии ряд предприятий, которые потенциально заинтересованы именно в развитии товарооборота, как в приобретении продукции, производимой на территории Республики Абхазия, так и в поставках той продукции, которая производится на территории Республики Башкортостан. В рамках встречи состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии. Далее стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает развитие сотрудничества между компаниями и торговыми предприятиями республик, основанном на равных взаимовыгодных условиях. Кроме того, в рамках встречи прошли переговоры между предпринимателями. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Современное состояние и потенциал развития туризма в Абхазии. В АГУ прошел круглый стол на эту тему. Организатор – это экономический факультет и отдел науки и аспирантуры АГУ. Репортаж на эту тему в ближайшем выпуске новостей. Военнослужащие военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к курсу специальной подготовки по повышению мастерства вождения в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба Южного военного округа. На полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности водители отрабатывают приемы маневрирования на колесной и бронированной технике. Особенностью спецкурса является приобретение навыков вождения на горных дорогах с большими уклонами и крутыми поворотами при преодолении препятствий, рек, оврагов, каменных завалов. Водители учатся управлять большегрузными автомобилями и техникой в населенных пунктах, отрабатывают порядок действий в внештатных дорожно-транспортных ситуациях. Хорошие успехи у наших спортсменов. Юные гимнастки из Абхазии завоевали 10 золотых и 2 серебряные медали в открытом турнире по художественной гимнастике «Солнечные зайчики». Об этом сообщает Госкомспорт Абхазии. 12 абхазских спортсменок боролись за награды с 75 претендентами из различных российских спортивных школ. Это были первые выездные соревнования юных гимнасток Абхазии. Еще одна хорошая новость. Фигуристка Шурена Гуния заняла 1-е место. Эту победу я посвящаю всем, кто шел со мной все эти годы, кто верил в меня. Одержать победу на таких стартах под таким девизом – это нереальные эмоции, чувства и радость, написала Шурена Гуния в своей странице в Инстаграм. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение банкноту номиналом 25 абсар, посвященную 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Тираж банкноты составляет 15 тысяч штук. Автором дизайна является художник Патал Джапуа. В завершении выпуска расскажем о погоде. Во вторник, 23 мая, на территории Абхазии днем без осадков, к вечеру возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом информационный выпуск Амчевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.